Почти 4000 человек ежегодно освобождаются из колонии Коми. 2500 – коренные жители, которые и не планировали уезжать. Но все они первым делом на свободе сталкиваются с проблемой трудоустройства. Большинство предприятий не горят желанием брать к себе тех, кто был в заключении. Не секрет, что не все работодатели хотят брать к себе на работу бывших осужденных. Много различных причин вымышленных придумывается, под различным благим предлогом стараются отказать в трудоустройстве. Центры занятости, куда в поисках работы обращается лишь небольшая часть бывших заключенных, предлагают свободные вакансии на рынке труда, дают возможность пройти обучение и получить новую профессию, устраивают встречи с потенциальными работодателями, проводят ярмарки вакансий, в том числе дистанционные. В последнее время мы обращаемся к такому формату, как скайп-ярмарка с организациями Республики Коми, в том числе усинскими, ухтинскими, которые привлекают категории населения, желающие работать вахтовым методом. И вот последний наш пример: в ноябре месяце у нас буквально прошла такая ярмарка, на которой буквально по результатам 3 человека этой категории были сразу трудоустроены. По мнению представителей Минтруда, заинтересовать работодателей можно, если возмещать им часть зарплаты, к примеру, МРОТ, умноженный на коэффициент. Такая госпрограмма успешно зарекомендовала себя в Татарстане, где социальной адаптации осужденных уделяется повышенное внимание. Эффективность стимулирования отметилась и в Коми, правда, только на примере инвалидов. Мероприятие для нас не новое. Каким образом его осуществлять, мы понимаем и знаем. И в случае выделения таких, соответственно, денежных средств, нахождения их в республиканском бюджете, мы готовы на следующий год в рамках данного мероприятия, собственно говоря, поработать с работодателями и где-то там увеличить, соответственно, процент по трудоустройству. Омбудсмен Коми предложила решать проблему на ранних сроках. Сейчас в колониях трудоустроены всего 29% осужденных. Остальные или не хотят, или нет такой возможности. Повальная занятость на лесоповале уже канула в лету, а для развития современных производств у службы исполнения наказаний не всегда хватает собственных средств. Если там не будет трудоустроен, то человек просто отвыкает работать. Его кормят 3 раза в день. Я понимаю, что это наказание. Его, во-первых, обучают. Более 10 профессий можно выбрать в структуре УФСИН. И я считаю, что прежде всего, чтобы решить проблему трудоустройства освободившихся, необходимо, чтобы они, пока они отбывают наказание, именно там работали. И работали, я считаю, что должны работать все. Предложения, озвученные на круглом столе, Общественная палата обещала довести до руководства Коми, чтобы в дальнейшем постараться внести их в дорожную карту. И, как показывает жизнь, одних только информационно-консультационных услуг для бывших осужденных, увы, недостаточно. Эдуард Бушуев, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар. Чем главное